Здравствуйте, меня зовут Куватов Умар Ализатович, я лидер группы 24. Я обращаюсь к вам, как лидер оппозиции, потому что мы обеспокоены ситуацией в Республике Таджикистане. Сегодня уже видно весь скелет государства, что оно состоит из полностью состояния коррупции. Сегодня уже видно, что будущее в таком государстве не ожидается для народа. Оно будет ожидаться только для родственников президента и его клана. А другие сотни национальностей, которые находятся в Таджикистане, попадают под прямой удар. Одна группа людей захватила государство. И самый критерий государства потеряно – это справедливость. В нашем государстве потеряны такие действия, как справедливость. И вот эта беда надвигается над всем народом. Лицемерие правительства. Говорить одно народу, а действовать по-другому. И люди практически не могут ничего сказать, нигде пожаловаться. И ситуация безграмотности – это выгодно для государства. Подконтрольное государство СМИ заводит народ в заблуждение. Идет самая ни на есть информационная война. Людям не дают возможность, чтобы они знали правду. Ведь многие хищения народ знает, но не может об этом говорить. А ведь эти деньги – это народные деньги. Это люди, которые в свое время сделали какие-то заводы или какие-то маленькие фабрики или магазины, которые были захвачены рейдерскими захватами. И путем не того, что пришел человек и взял, а именно подключил в этот фундамент коррупцию, органы государственного управления под разными предлогами налогов. Человек вынужден был отдать свое имущество семье Рахмону. Примеров сотни, если остановиться на примерах. Это и мелкомбинаты, которые были в Хумсангире взяты, это и магазины Орима, это и в Хадженте консервные заводы, это значит и те люди, которые открывали маленькие магазины, это и рынок Корвон, который дочка президента под предлогом взяла, это все ясно знают, как это произошло. Это и авиация наша, и аэропорты, это таджикская железная дорога, где они, будем говорить, делают или действуют не по закону, поднимая цены, заводя разные письма, где нужны какие-то разрешения железной дороги, чтобы привезти в Таджикистан какую-то продукцию, разрешение. И видно, что в дальнейшем это будет усиливаться. К примеру, я могу привести еще один момент, когда компании берут разрешение на использование каких-то медицинских трав. И тут же появляется брат президента, который открыто материт и говорит: на моей территории никто не может прийти, я здесь сам царь. И Дангара, целый город, находится под одним человеком, под гнетом одного человека. Вроде бы он перед людьми ходит и общается, здоровается, говорит, он такой добрый. А по существу, если спросить у этих людей, вот в этом же Дангаре, вы увидите сотни людей, которые недовольны. И это недовольствие можно понять не только в одном городе. Если мы взяли только одну Дангару, а если возьмем мы Хаджент, этого недовольствия будет практически в каждом доме. Каждый гражданин Таджикистана, зная, что он бессилен, дома обсуждает это. Вот мы обеспокоены, оппозиция, тем, что должны сказать правду и раскрыть его. Если мы не дадим возможность народу сказать правду и не дадим возможность народу выбрать свой путь, то будущее нашего народа ожидает рабство. Рабство одной семьи, и мы будем вынуждены выезжать. И наши иммигранты будут мучиться, выезжая из Таджикистана в другие государства, нести свое нищенское существование. Ведь в Москве и в России видно, что все наши иммигранты практически не защищены, а наши посольства практически не работают. Люди сидят месяцами в тюрьме, просто за каких-то маленьких действий. И в этом соотношении никто не применяет никаких мер. Никто даже не приходит в эти тюрьмы. Недавно мы специально выехали в один следственный изолятор. Заходя, спросил, увидел сотни, или там, может быть,
людей, которые сидели. Я спрашивал, сколько вы здесь сидите? Один говорит 2 месяца, другой говорит 1,5 месяца. Третий говорит, что я 3 месяца жду. Для того, чтобы нас отсюда депортировали, надо ждать специально какого-то рейса или положения, или разрешения. Нету денег на это, или каких-то документов не оказалось при себе. Таких моментов можно сотни узнать. И я когда увидел, что они плакали и говорили, что мы забыты государством, мы не знали эти законы. Но и с другой стороны, ведь многие граждане Таджикистана, они безграмотные. Я до этого говорил, что безграмотный народ для правительства это очень положительно играет роль. Все, что будешь говорить, они будут верить. Система Рахмона – это та система, как у Наполеона. Лучшая защита – это нападение. Зачем выслушивать боли людей? Зачем какие-то моменты? Надо просто обвинять народ. И вот эта тактика, его постоянно у людей, в умах народа граждан Таджикистана, кажется, что все виноваты. И каждый, когда приходит к себе домой, говорит, действительно, он правильно говорит, он нашел вину, в чем это зависит. А вы спросите себе вопрос, а что он вообще сделал? Недавно я слышал в комментариях при разговоре некоторых людей, что он сделал туннели, сделал дороги, сделал некоторые вещи, которые для Таджикистана необходимы. Скажите, пожалуйста, за 20 лет это не его деньги, это деньги, взятый долг. А если был бы другой президент, который бы не воровал государство, он бы сделал бы в 3 раза больше бы. И народ бы уже практически, может быть, бы не выезжал бы такими количествами сюда, в Россию. Может быть, даже 30% от этого количества приезжало бы. Потому что люди верили бы, что в Таджикистане они могут построить мини-предприятия, маленькие магазины. Они бы свое будущее бы видели, что у них никто не заберет это имущество. Ведь стыдно в Таджикистане, когда мы говорим, что как саранча налетела все родственники президента на народ, это стыдно по той причине, что все это видят. Чтобы вы поняли масштаб, что было в Киргизии, что было в Таджикистане, можно сопоставить чистки Рахмона и убийства людей, где происходило в сотни раз больше, чем на территории Киргизии. События, где подтягиваются военные силы, без суда и следствия, никто не расследует, происходит уничтожение людей. И предлог для этого сотни предлогов. Он был ярым оппозиционером или ваххабистом, или салафистом. Дошло до этого, что Рахмон возвысился выше, чем пророк. Он закрывает мечети. Это само по себе плохо, что он поставил себя выше пророка. Ведь демократия что означает? Это равные права любого гражданина. Христианин он должен идти молиться в церковь, мусульманин должен идти в мечеть. Это права любого гражданина, который, какого бы он ни был вероисповедания. А его поступки возбуждают радикалов. И это может привести к Таджикистану к новому витку гражданской войны. Ведь человек, поднимаясь на такие высоты, такие решения принимает, он практически ставит религию, тысячелетнюю религию под удар. А ведь можно было все это нормально, грамотно расставить в своей политике. Не трогать людей, а давать те законы, чтобы люди могли говорить, обсуждать. Ведь именно во время обсуждения и во время веры или молитвы люди проходят какие-то свои боли. У кого-то нет электроэнергии, у кого-то нет денег. Они обсуждают. Кому они могут это говорить? Именно вот около дома Бога, когда помолились, люди начинают говорить, просить у друг друга помощи. Ведь это же объединяет религия. Когда у человека наступают какие-то кризисы, религия дает возможность успокоиться ему, ждать или терпеть. Теперь я бы обратил на саму экономику Таджикистана. Вот это очень болезненный вопрос, который сотни людей задают вопрос. А как вы видите поднятие экономики Республики Таджикистан? Никому не секрет, если в Республике Таджикистане будут поставлены нормальные законы и не будет коррупции, и дадут людям возможность вести строительство или мини-фабрики составлять, и государство, если чуть-чуть будет помогать, то экономика быстро поднимется. Ведь в Таджикистане есть много возможностей, начиная от пилотных проектов, это тяжелая, легкая промышленность, и в то же время свободные зоны, которые можно дать возможность многим бизнесменам вкладывать
в эти места для развития культуры, начиная от туристических и мини-фабрик. Это все можно сделать, когда будет нормально работать парламент. Когда парламент выделит и скажет, да, вот в этом пустыне мы можем эти земли дать для того, чтобы здесь отдыхали туристы. И для этого надо дать эту землю, раздать людям, чтобы там построили нормальные виллы, чтобы люди приходили, чтобы люди отдыхали. Это все, к счастью, можно сделать, если мы уйдем от монополии. Ведь сейчас практически все государство находится в монополии семьи Рахмона. Я не говорю о том, что у нас есть транзитные пути, я не говорю о том, что есть возможность составить текстильную промышленность. Все можно сделать, если целенаправленно двигать людей. Общество должно верить, что у него, что он сейчас построит в течение 5 лет или 10 лет, у него не отберет кто-нибудь, не появится кто-нибудь на горизонте, не скажет, это мое. Вот здесь надо еще сделать плавные налоги. У нас в свое время было 28 налогов, а есть государства, которые всего 8 налогов находятся. Я считаю, что и министерств столько в Таджикистане в разброс не надо. Надо построить одно здание, все министерства ввести в одно здание. Таджикистан не огромная страна, и для него не нужны такие большие здания для министерств. Расставить кадры, опять же я говорю, что самое главное кадры. И когда все находится в одном большом здании, все вопросы можно решить в один день. Переговорить, общаться, сделать быстрые советы. Еще нам может помочь кооперация международного мнения, общения. Именно с нашими ближайшими государствами. Это Узбекистан, Киргизия, Афганистан, Китай. Помочь нормально ввести экономические реформы. И поставить нормально, чтобы люди могли выезжать, везти грузы на территории того же государства России, чтобы была хорошая экономика. При этом надо обратить внимание, что многие законы между государствами уже устарели, между Киргизией, между Таджикистаном, между Узбекистаном, между Таджикистаном. Нужны новые, нужны реформы, нужны новые взгляды, мир меняется. А для этого нужны сильные дипломаты, и чтобы обязательно были нормальные решения парламента, чтобы было стратегически всем государствам выгодно. Вот это самое главное, в будущем я вижу новое правительство. Я вижу новое правительство в том взгляде, что обязательно должны стратегическим партнерам, как Россия, решать такие проблемы, совместные предприятия, не только на территории Таджикистана, но так и на территории России. Причем есть огромные возможности в сфере сельского хозяйства, металлургии. Здесь можно решить большие проблемы, потому что Таджикистан это окно в сторону Афганистана или Пакистана или до Индии доходит. Можно решить вот именно таком в кооперации в бизнесе, чтобы открылись продукты со стороны Пакистана или Афганистана, довоз до России. Для примера, со стороны Пакистана и Афганистана и даже Ирана, и в том же числе Индии, можно сопоставить то, что много цитрусовых и много товара, консервации, соков можно привезти на территорию Таджикистана в холодильнике размещая, проверить его в лаборатории и спокойно в свободные зоны, чтобы не было двойного налогообложения, вывести на территорию России. Это собьет на 40% себестоимости товара. А соответственно это витамины. И для России это выгодно, и для Таджикистана это выгодно. Это транспортный коридор. Для этого нужны свободные зоны. Дать возможность большим холодильным базам принимать тот или иной товар. Переоформлять его и перебрасывать. Это и выгодно Таджикистану. Но и можно поставить другие вопросы, транспортные коридоры, чтобы спокойно могли приехать здесь, перезагрузить. То есть Россия может привезти на территорию Таджикистана, начиная от металла или древесины, поставить свободные зоны и спокойно продавать его на территории Афганистана. И это опять экономически выгодно, когда человек знает, что его товар не пропадет. И он знает, что там не будут бешеные набеги каких-то налогов. Тогда, может быть, России выгодно будет на территории Таджикистана взять большую территорию, и вот в этой территории сделать большой рынок. И это будет выгодно государству и Таджикистану, и Афганистану, и Пакистану, и даже России. Мои коллеги-экономисты, таких проектов очень много, которые разработали, которые выгодно не только Таджикистану, России, выгодно всем регионам разработки. Единственная огромная проблема, что сегодняшний режим
эти возможности не дает. Теперь к самому сложному вопросу, это иммиграционные политики. Что касается и Таджикистана, и России, и вообще многих других государств, и Казахстана, и других государств, и Киргизии касается, что то, что из Таджикистана выезжает и в эти государства. Таджикистан, ему выгодно вывести рабов безграмотных из своей сферы, потому что они не нужны ни там и ни здесь. Как бы решая свою проблему за эти многие годы, что Рахмон не смотрел в сторону образования, да, там в образовании видно много взяток. Ты учишься, не учишься, тебя все равно переводят. Там мизерские отношения, заработная плата учителей, оно заставляет тому, что вообще не учиться. То есть взять этого человека, там видно, что он образование даже 6 класса не имеет. А такой контингент, который находится в России, он практически ставит под удар многие проблемы. Теперь мы заинтересованы, чтобы в Россию приезжали образованные люди, обучающиеся в течение этих 5 лет, чтобы пришли те специалисты, которые нужны для России. И вот этот момент надо подойти к нему четче и ближе. И с другой стороны, я могу сказать, что сторона таджикской дипломатии или посольства практически на это не обращает. И в выступлении Рахмона по телевизору было говорить, что иммиграция это обыденное дело, все люди переезжают, выезжают. То есть он на слово иммиграцию Рахмон поставил большой 0. Не обратил на него практически внимания. Теперь о проблеме Памира. Во время выдачи нашей земли в стороне Китаю, он отдал территорию равным 4 городам Душанбе за 10 серебряников. Зачем это было? Ведь об этом народ говорил, нельзя так делать. И народ Памира был недоволен. И в Душанбе многие люди грамотные говорили об этом, что нельзя такого. Парламент на это не смотрел. Решение одного человека привело к тому, что мы отдали многие свои месторождения Китаю просто так. Это большое преступление против своего народа. Отдать часть земли. Причем он ничего не сделал для того, чтобы увеличить нашу территорию. А отдать или продать – это большое преступление против своего народа. Я считаю, что Рахмон, он и есть преступник. Он и есть преступник и перед людьми, и перед теми людьми, которые были в военные действия, которые погибли. И людей безвинно, которые в тюрьмах сжигают или убивают. Вот события, которые в последнее время мы смотрим, как в тюрьмах издеваются над пленными, или просто не над пленными, а над людьми, которые дали срок, утюгами их жгут. Это ужас, что творится в Таджикистане. Какой демократии мы говорим? Демократия для Рахмона – это лицемерие. Сегодня Таджикистан – это как огромная тюрьма. Что ты сидишь в тюрьме, что ты находишься в доме. Оно сдавлено со всех сторон. Наша цель – это объединить и дать информацию всему миру, раскрыть, что происходит в Таджикистане. А главное – объединить весь народ. Дать возможность людям вздохнуть. И один момент очень важный, который много задают, что почему мы выехали. Во-первых, мы выехали, потому что нет возможности в Таджикистане об этом говорить. Во-вторых, имея возможность на территориях других стран об этом говорить, дает возможность средствам массовой информации донести до людей эту беду. В любом случае, после того, как пройдет несколько месяцев, или 2 или 3 месяца, я обязательно вернусь в Таджикистан. Это открыто я заявляю, и никакого страха перед этим нету. И с уверенностью говорю, что я считаю, что наше дело правое, и наша оппозиция, она рано или поздно, под какими бы ни было пытками, там, будем говорить, давлением, она все равно движется в правильном направлении. И мы придем в Таджикистан, и Таджикистан вздохнет, и будет новое будущее. Спасибо за внимание. До новых встреч. Я надеюсь, что это не последнее выступление. Это будет ряд выступлений, и мы постепенно будем раскрывать ту коррупцию и те механизмы и махинации государства, чтобы народ постепенно понимал, где народ обманули и как его полностью ограбили, поставив его вот в такое тяжелое положение. Это в 21 веке. Это, опять повторяю, в 21 веке мы видим безграмотный народ.